Добрый вечер. Это Прайм в прямом эфире телеканала АТР. Сегодня Прайм веду я, Юрий Мацарский. Мой гость сегодня ветеран армии обороны Израиля, ныне сейчас один из основателей Центра изучения повстанческих движений Игаль Левин. Игаль, добрый вечер. Спасибо большое, что нашел время, пришел к нам. Прежде чем перейти к разговору, понятно, о чем будет идти речь. В первую очередь, сегодня, конечно, будем говорить о Ближнем Востоке, о том, что происходит там сейчас, в эти самые дни, в последние дни и недели, о роли России во всем этом происходящем и о параллелях между ближневосточными делами и конфликтом на востоке Украины. Так вот, прежде чем перейти ко всем этим темам, подробно их рассмотреть, напомню, что у нас работает телефон прямого эфира. Вы сейчас можете увидеть его на своих экранах. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, звоните, задавайте их прямо вот в нашем же прямом эфире. Только одна небольшая просьба. Пожалуйста, прежде чем позвонить к нам в эфир, четко сформулируйте вопрос, просто для того, чтобы не отнимать эфирное время ни у нас, ни у других зрителей, которые, возможно, тоже захотят задать вопросы. Итак, к теме. Игаль, вот 7 февраля, насколько я понимаю, произошла история, про которую до сих пор шумят все мировые СМИ. Нападение, если это так можно назвать нападением, американцев и их союзников-курдов в Сирии на отряд, состоявший в основном из россиян и, похоже, из какого-то количества их союзников асадитских войск. Что произошло на самом деле? И можно ли считать вот именно это боестолкновение каким-то преддверием чего-то большего, каким-то преддверием настоящего, уже вот горячего противостояния между Москвой и Вашингтоном? Ну, шуметь еще долго будут, на самом деле, насчет этой истории. Ну, и это не нападение. По факту, что мы видим. Даже на брифинге с генералами США генерал-лейтенант Харриган заявил четко, это была самооборона. Если мы смотрим по факту, что получилось? Какие-то садистские силы, мы не знаем. Российские, это не российские, были ли там наемники какие-либо, такие или нет. То есть силы подконтрольные Асаду, режиму Асада, выдвинулись в зону подконтрольную сирийских демократических сил, то есть Федерация Севера Сирии, как партнеры официально США по борьбе с ИГИЛ, в сторону завода нефтеперерабатывающего. Там был контингент американских сил, это подтвердили американцы в том числе. Они нанесли удар по этим силам. Всего вооружения, какое у них там было. Там были задействованы и вертолеты «Апачи», и бомбардировщики Б-52, и Си-130, ганшипы, самолеты. Там обычные самолеты подняли в 15, в 22. То есть все оружие, какое было, максимальный удар с максимальными потерями. Пишут, что бой был, бой, избиение, по сути, долгие часы. То есть это не был час-два, там, 4-6 часов, говоря. После этого откатилась волна атакующих. То есть формально, если мы рассматриваем, не вдавая сейчас в стороны конфликта, кто тут прав, кто не прав, это действительно была самооборона. Потому что первый выстрел, движение в сторону, начали просадистские силы. Выстрел, потому что речь идет о том, что был открыт гаубичный огонь и танковый огонь, прежде чем выдвинуться эта колонна, ее прикрывала огнем артиллерия садись. Да, американцы подтвердили, и есть даже на CNN опубликованные записи уничтожения танка Т-72. Вот только что было у нас в эфире, да. Да, у Харригана при этом спросили, кто сидел в этом танке, он так ускользнул от ответа, говорит, я не хочу спекулировать на этой теме. И действительно спекуляция, потому что эти люди уже убиты, и кто там в нем сидел, непонятно. Вот. Счет российских, насколько российские, если мы убираем вся эта шумиха, которую блогеры поднимают, речь идет о сотнях, официально МИД России сейчас признал 5, всплывают в блогах, то, что опознают тела 7 человек, плюс еще 4 о них говорят, то есть идет речь, что, видимо, еще 4, то есть речь идет уже за 10 перевалило. Сами американцы говорят, что было уничтожено там больше сотни. Ну и размах наступления был, это было наступление, понятное дело, что тут не участвовало пару десятков человек. Тем более сам факт выдвижения на эту территорию говорит о том, что были задействованы какие-то крупные силы. И, как ты сказал, все шумят сейчас про это. Об этом еще долго будет шуметь, потому что будут всплывать и дальше погибшие. Говорить там 200-300 цифры называют. Это, естественно, непрофессионально, это слишком рано такие заявления делать. Но да, есть факт. Было убито больше 100 садитов. Уже МИД признал, что там было россиян 5 человек. Уже
больше 10 мы видим, что там было действительно. Рождается вопрос, а кто они, откуда они взялись, что они там делают. Вот есть же оговорка как раз от российского МИДа в исполнении Марии Захаровой, официального представителя российского внешнеполитического ведомства. Она заявила, что эти люди не были военнослужащими. Ну, то есть, по большому счету, она так косвенно признала, что это вот эти самые так называемые наемники, так называемые сотрудники частной военной компании. Я вот сразу позволю себе оговорку. С точки зрения российского законодательства не может существовать никаких частных военных компаний. Это карается по статье наемничества. И вот те люди, которые отправляются убивать людей на Донбасс или в Сирию, они просто этого не понимают. Может быть, кто-то дает себе отчет, но по моим ощущениям мало кто дает себе отчет, что в любой момент эта самая Россия, которым их сейчас вооружают, которым им платят, может их отправить за решетку по статье наемничества. Но сам факт того, что сейчас существуют частные военные компании в России, сам факт того, что они выполняют, наверное, самую грязную работу, что в Луганске, что в Сирии, свидетельствует о том, что Россия не хочет светить свои регулярные войска. Почему? Что такого сейчас она делает, чего еще не сделала, какое еще она преступление совершает, какое еще не успела совершить на глазах всей мировой общественности, что ей необходимо заменить регулярных солдат и офицеров какими-то наемниками? Во-первых, это не новое явление. То есть, наемники на службе государства это было и 20 век, 19 век, 18 век, как и вовне, так и внутри, все эти вольные стрелки и так далее, все эти концепты. То есть само явление не новое. Почему Россия использует, по сути, наемников, а не свои регулярные части? Очень просто. Нужно понимать, что Россия это слабый актор во всем этом сценарии сирийском. Если мы берем блок НАТО, если его разделить на два крыла со своими интересами, это турки и США. У каждого свои там анклавы, свои прокси-силы, свои интересы, которые официально не озвучивают. Турция – это безопасность, США – это борьба с ИГИЛ, например, и так далее. Россия вошла в Сирию официально, под предлогом в 2015 году, как борьбой с ИГИЛ. При этом и весь мир наблюдал, что не только по ИГИЛ носятся удары. Вернее, даже не столько по ИГИЛ, сколько по другим. Да. Изначально ведь самые первые удары в 2015 году были вообще не по ИГИЛ. Там задним числом говорят, все террористы это одни мазаны, все они там ИГИЛ и так далее. Такая картинка, она, может быть, подходит для какого-нибудь среднестатистического россиянина, который не разбирается в всех этих нюансах. Ведь российское телевидение, вообще российские СМИ в целом, вот они так объясняют, что если с кем-то воюют россияне, значит, это и есть ИГИЛ или еще кто-то хуже. Да, ИГИЛ или кто-то хуже. И в конечном итоге, как это получается, что Россия, например, по факту выступает за интересы Асада. Или Ирана вообще. Хотя, опять же, у Ирана и России расходятся абсолютно эти интересы. Иранский контингент, который находится в Сирии. Это все нужно как-то объяснить, нужно как-то подать. И легче использовать таких людей без имени, из ниоткуда. Ты до этого сказал, что понимают ли или не понимают. Я склонен думать, что понимают. Люди не глупые все-таки, люди вообще по природе свои не глупые. Они понимают, но нужно понять, откуда эти люди едут, с глубинок. И у него есть альтернатива или там работать за какие-то копейки где-то в глубинке, или вот есть возможность быстро навариться. Но люди, понятное дело, едут за деньги. Когда человек едет куда-то нерегулярно, не свою войну, не за свой дом, где-то на краю света, когда ему никаких гарантий не дают, что его могут просто использовать и выкинуть, то интерес тут, естественно, только материальный может быть. Но при этом они же знают, когда они подписывают контракт, они берут на себя обязательство отправиться туда, куда их пошлет уже не родина, а уже какой-то конкретный путинский олигарх, и выполнять то, что наместники этого олигарха там скажут. То есть, по большому счету, люди соглашаются быть пушечным мясом и убийцами. По факту, да. Что может заставить сейчас Россию отказаться от такого рода людей? Вот эта вот история с разносом колонны, в том числе, в которой были россияне, уже даже признано, что некоторые из них погибли, это может заставить Россию изменить свою тактику, изменить свое поведение на Ближнем ли Востоке, на оккупированных ли территориях Украины? Все зависит от масштабов. Вот эти 5 человек, о которых идет речь, МИД признал. При этом МИД сказал, что на этом заканчиваются потери. Интересно, откуда, на какие основания, какие факты они опираются, чтобы сделать такое утверждение. А если всплывут еще 10 человек, допустим, 15, 20, 50? Речь идет в масштабах.
То есть когда-то действительно вот 5 человек, можно сказать, да, какие-то там были, может быть, официально их не дают, как слесари какие-то, плотники, там, вот, какие-то гражданские профессии, оформляются им рабочие визы, так назовем это, так сказать, то это все просто будет замято, и шумиха на какой-то момент спадет. Чтобы действительно это привело к резонансу, который приведет к тому, что будет официальное заявление на высоком уровне, государственном и так далее. Речь идет только в цифрах, в количестве погибших. То есть, чем больше россиян убьют, будем циничными, тем скорее российское командование откажется от той тактики, которую оно использует сейчас. Мы это видим во всех войнах. Мы это видим и в том же Афганистане, мы это видим во Вьетнаме. В конечном итоге большие потери, которые несло США во Вьетнаме, общественность в США надавила на правительство США, чтобы скорее эту войну оттуда закончить. Ну, бессмысленно, по их мнению, общественности. Уйти из Вьетнама, например. То есть, да, это универсальный такой вариант. Простой рядовой налогоплательщик, ему можно объяснить те или иные какие-то шаги государства борьбой с вселенским злом ИГИЛ, например, за все хорошее, против всего плохого. Но когда он видит, что его сыны умирают непонятно где, непонятно за что, да еще и умирают как безымянные солдатики оловянные, то у простого такого налогоплательщика появится вопрос, а почему, а зачем? Я тебя прерву, потому что у нас есть звонок, мне уже подсказывает мой редактор, что есть вопрос от слушателя тебе. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Игорь Степанович, Киев. Я хотел бы спросить уважаемого гостя студии следующее. Как вы оцениваете вот с точки зрения военной технологий современных вот этот удар? Показало ли Штаты, нанеся этот удар, что у них уровень выше на сегодняшний день, чем в российской армии? Вот сравнение и ваше мнение. И второе. Вы перечисляли там, кто, что, какие силы наносили удар. Мне кажется, вы немножко перегнули. Мне кажется, Б-52 там в таких вариантах делать нечего. Ваша думка. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, во-первых, я начну с конца. Насчет Б-52 это официальное заявление генерала-лейтенанта Харригана. Действительно, это может показаться странным, потому что это стратегический бомбардировщик, а здесь вроде бы на оперативном уровне происходят события. Это приводит к такому вот спекулятивному и немного конспирологическому вот варианту, что заранее уже знали и готовились. Потому что предположить о том, что Б-52, который нужно заранее заправить, поднять, он должен прибыть на поле боя, баражировал этот регион, это как-то не выглядит реальным. Но какие-то более широкие здесь вещи называть, это уже спекуляции. Б-52, да, был озвучен генерал-лейтенантом Харриганом как официальные силы. Насчет первого вопроса. Да, несомненно, это показывает абсолютное, тотальное превосходство в огневой силе и мощи США. Впрочем, это не секрет. Среди популяризаторов военного дела есть даже такое вот расхожее, очень популярное наименование тактики США современной, которая опирается на абсолютную финансовое могущество в своем ВПК. Это огневое наземное доминирование огнем. Эта концепция начала еще зарождаться во время Второй мировой войны. То есть, когда мы используем все средства поражения, чтобы максимально нанести урон противнику. То есть, это сколько не прийти, захватить территорию, воткнуть флаг, сколько не маневрами и хитрыми тактиками его обойти. Сколько просто огнем. А просто огнем подавить. И мы видим, что тут действительно задействованы были все средства от F-15, которому уже 40 лет, до F-22, который самолет, самый хай-тек США какой есть. Вот возвращаясь как раз к сомнениям насчет возможности или невозможности использования тактической авиации, стратегической авиации Б-52. Мы вот уже прекрасно знаем, те, кто живет в Украине, вообще понимают лучше всех на свете, что там верить заявлениям российского командования и тем более российского руководства нельзя никогда. Обманут, продадут за копейку, как Паниковский продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. Есть ли основания безоговорочно доверять американским военнослужащим, американскому командованию, в том числе американскому командованию в Сирии? Или они тоже могут распространять какую-то информацию для того, чтобы ввести в заблуждение противника, потенциального противника, напустить туману на свои действия и так далее?
Американцы действительно в официальных заявлениях бывают, что лукавят, обходят. Их заявления бывают очень обтекаемыми такими, нечеткими. Но в официальных заявлениях они, как правило, не были замечены в какой-то вот фальсификации. Все, что они формально обещают, ну, в том числе, например, с партнерами по сирийским демократическим силам, например, они выполняют, как правило. И поэтому здесь усомниться в том, что генерал-лейтенант заявил насчет сил использованных, ну, нет никаких оснований. Потому что фальсификация в таких мелочах, ну, добавить название самолета меньше и больше, ну, рядовому журналисту, может, ничего не скажет, но на профессиональном уровне это большой удар, ну, это большая неуклюжесть. И допустить такую неуклюжесть на таком уровне командующий ВВС, ну, это нелепо, глупо. Есть еще один звонок от зрителя. Как раз вот у меня вопрос сорвали с языка. Надеюсь, что не уведет нас зритель в сторону. Добрый вечер. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Пожалуйста, чуть погромче. Очень плохо вас слышно. Да. Добрый вечер. Игорь, Днепропетровск. Да, Игорь, слушаем вас. Я насчет самолета Б-52 использования. Это же элементарно. Колонна двигалась, расстояние известно, время приближения к колонне тоже известно. Поэтому могли четко рассчитать время. Удар был нанесен за 100 метров до позиций. Все четко. Тут элементарная математика и все. А учитывая, что американцы работают по инструкциям, вот и весь ответ. То есть у вас даже не вопрос, у вас скорее ответ на вопрос предыдущего нашего зрителя? Ну, конечно, да, потому что человек так резко ответил, Б-52. Ну, американцы во Второй мировой войне что делали? Они так и действовали. Понятно. Спасибо вам большое, Игорь, за помощь в ведении программы. Благодарю вас еще раз. Вернемся к американцам, к этому самому происшествию. Самый главный вопрос, на который я не могу найти ответ, который, вот, мне кажется, во всей этой истории один из определяющих. Американцы знали, кого они бомбят? Они понимали, что они уничтожают живую силу Российской Федерации? Неважно, с военными билетами официальными или там с командировочными удостоверениями плотников и сантехников. На официальном уровне они обходят вопрос стороной, говорят, мы не хотим, это вопрос, спекулятивный вопрос, как они говорят. Мое личное убеждение, я считаю, что да, конечно же, они знали, потому что уровень обнаружения, слежения обнаружения на поле боя у американцев поставлен на самом передовом лучшем уровне, тем более там. Тем более нужно понимать, что в этом регионе, вот реки Эфрат, идет сейчас война противопартизанская. То есть ИГИЛ сейчас, когда он потерял свою территориальную целостность, он перешел на войну герильи, партизанскую. В партизанской войне герильи в первую очередь играют средства связи и обнаружения. Поэтому считать, что они не знали какие-то, просто какая-то колонна непонятно кого двигалась, конечно же, они знали, они понимали. Выходит, что российское командование, по крайней мере, там на месте, да, либо вот дураки, которые послали людей на убой, либо мясники, которые там любой ценой захотели захватить этот кусок нефтяной инфраструктуры. Что скорее, дураки или вот те люди, для которых инфраструктура, этот завод важнее, чем жизни собственных подчиненных? Тут много очень интересных версий озвучивают, от совсем конспирологических, что специально на убой послали, чтобы их слить, избавиться от них. Чтобы они не вернулись домой, не рассказывали и так далее. До версий, например, проблем со связью банально. То есть верхи не знали, что происходит в низах. Потому что те же американцы, опять же, говорят, что все удары, все вот эта самооборона, как они называют, происходила когда они были на связи с официальными российскими представителями. Они не говорят, какими именно. И когда, кстати, вот журналисты на конференции генерала-лейтенанта Харригана переспросили еще раз, правда, знали ли русские про этот удар, он говорит, что, я цитирую, диалог происходил на самом профессиональном уровне. Что он имел в виду, можно догадаться. С кем был разговор? Понимающий человек объяснял понимающему человеку, что им всем там грозит. Да. Я думаю, могла произойти банальная проблема просто связи, например. Мы уже видели, что такие проблемы на Новый год, когда были деревянными беспилотниками нанесены удары на российской базе. Опять же, проблемы с просто дисциплиной банальной. Новый год, не следили просто банально за небом, были нанесены удары. Здесь могло произойти действительно похожее.
То есть, видимо, кто-то на каком-то среднем звене до конца не понимал ответственности, которая происходит. Мог быть банальный страх, например, провоцировать войну с американцами, нанести удар. Могли задержаться с ответом. Ну и на войне, естественно, минуты, это же колоссальное количество, огромное количество времени. Минуты, потом часы, это все... Любая замешка, любая такая нерасторопность приводит в конечном итоге к тому, что на поле боя разворачивается битва, люди убивают, и когда кто-то уже что-то понял, уже поздно. Те, кто остались живые, просто уносят ноги, убегают. Могла такая ситуация быть, действительно, просто неожиданность. Какое-то самоуправство полевых командиров на низшем уровне, потом передача от низшего до среднего, от среднего к высшему звену, и пока вся эта цепочка проходила, и там решали под страхом спровоцировать войну с американцами, произошла мясорубка. Просто доктор Стрэнджлов, или как я перестал бояться, научился любить атомную бомбу. Да. А почему Кремль все это проглотил? Почему Кремль не размахивает привычно дедами, которые воевали, можем повторить и так далее? Почему теперь американцы в положении тех, кто может повторить? Очевидно, ведь официально вывели войска, все, закончили войну с ИГИЛ. И теперь, собственно, американцы могут творить все, что угодно, разнеся очередных россиян и их союзников просто в щепки? Не все, что угодно. Понятное дело, что американцы скованы своими обязательствами. Они ведь подчеркнули, опять же, на этой пресс-конференции, что их главная цель – это война с ИГИЛ. Вот. ИГИЛ же по-прежнему там существует. Это Россия сказала, что ИГИЛ больше не существует. Американцы такого никогда заявления не делали. У ИГИЛ есть еще анклавы, которые они контролируют, пусть небольшие, но анклавы. Есть довольно мощная партизанская сопротивление, которое там ежедневно отчеты, погибшие, бои. Поэтому, когда ты говоришь, да, я воюю с ИГИЛ, да, формально ты воюешь с ИГИЛ, есть ИГИЛ, идет война. Но ИГИЛ-то уже в Сирии Россия побеждала 3 раза, а то и больше, 3 раза объявлялось о выводе войск, и там о том, что останется только совсем какой-то незначительный контингент, буквально для того, чтобы посмотреть, как там остальных недобитков с остальными недобитками расправиться. Зачем? То есть это вот вся пиар-война, на кого рассчитана? Россия банально боится Афганистана второго. Поэтому тактика России там один шаг вперед, 2 шага назад. Мы это видим в прошлом, когда целые выдвижения колонны громились, откатывались. Повторный захват Пальмиры, потеря Пальмиры, захват Пальмиры опять. То есть стараются максимально сделать красивую картинку, для своего зрителя, в первую очередь в России. Мы же знаем, что телеканал «Звезда» и так далее максимально работают на эту картинку, создают ее, в СМИ все на это работают. Поэтому как бы лезть на рожон, это вот глупо, по их мнению. И ведь даже то, что Россия не смогла там погрузиться во второй Афганистан, это даже в СМИ российском подавали как успех. То есть успех не сколько ИГИЛ победили, а сколько мы в Афганистан второй не завязли, не залезли. То есть тут можно задать вопрос, а зачем тогда вообще туда идти? Если ты уже гордишься тем, что это не второй Афганистан. Но это на уровне СМИ озвучивалось. Еще один звонок от зрителей, еще один вопрос. Добрый вечер, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло, добрый вечер. Да. Я хотел вас спросить, я сегодня вычитал в интернете, даже такой скажем так, тему, что это была не совсем военная операция центрального руководства, российских войск там, а сколько такая пригожинская операция, чтобы, как они говорят, отжать заводик этот нефтяной, что Пригожин там 20% этим вагнеровцам как бы дает откаты за захват. То есть это экономическая была операция даже. Такая инициатива на местах вы имеете в виду? То есть какой-то местный там командир или чиновник? Это была такая инициатива прям чисто вот этих вагнеровских товарищей, но это было, скажем так, не в планах центрального командования военного. Понятно, спасибо большое за ваш вопрос. Итак, что же на самом деле произошло? Вот это тоже, в общем, большой комплекс вопросов, на которых еще нет ответов, и понятно, что мы можем только гадать. Что произошло на самом деле? Речь идет о том, что, собственно, россияне зашли на ту территорию, которая контролируется курдами, причем не просто курдами, а теми курдами, которые союзничают с Соединенными Штатами Америки. Более того, с теми курдами, на территории которых прибывают постоянно боевые части США, и на этой же самой территории находится какая-то часть нефтяной инфраструктуры, которая страшно нужна россиянам и их союзникам ассадитам. Россияне зашли на эту территорию курдскую, получили ответ, в том числе от американцев. Главный вопрос: кто
за всем этим стоял? Это Путин позвонил и сказал: ребята, идемте вперед? Или это какой-нибудь там местный лейтенант, прапорщик, пусть даже генерал, скомандовал и повел за собой вот эту вот колонну разбитую? Не, ну точно это не высшее командование. Я уже до этого упомянул, что, возможно, была потеря связи между высшим командованием и низшим действительно на местах. Тем более, если это, ну, по факту наемники, которые не подчиняются какой-то регулярной цепочке, фиксированной, регламентированной, то действительно могло произойти такое, что вот, ну, А наемники не подчиняются? Наемников командир вот этот вот фашист Вагнер, который по Луганску ходил в стальном шлеме времен Третьего рейха? Ну, Вагнер это мем больше интернетный стал. То есть мы не знаем, какой именно там был ЧВК, мы знаем, что точно были россияне, и они точно не регулярные солдаты. Это знаем точно. Насчет интереса, ну, тут трудно сказать. Ну, нужно понимать, что заводик, он же не сам по себе, это часть инфраструктуры, нефтеперерабатывающие, даже нефтепроводы и так далее. Действительно, это, ну, выглядит, ну, как минимум странно. Это не то, что ты захватываешь заводик и начинаешь как какую-то там водку самопальную гнать себе там нефть вот на этом месте. Тем более, да, там, это кусочек инфраструктуры большой. Конечно, тем более это не заводик, это завод большой. В свое время, кстати, построенный американской фирмой, и Асад-старший, отец Асада сейчас, его национализировал. То есть формально американцы вернули себе свое, да, а здесь хотели забрать. Вот ты говорил о том, что в российских СМИ активно подается и вообще всячески разворачивается история, что вот, к счастью, не влезли во второй Афганистан, к счастью, не получилось Вьетнама. Я внимательно прочитал огромное количество заметок, в том числе и в первую очередь в западных СМИ, вот касательно этой истории 7 февраля. И очень часто американцы пишут о том, что вот именно эта история, именно этот расстрел колонны может для России стать началом нового Вьетнама или нового Афганистана, может стать началом чудовищных потерь, которое приведет не только к военному поражению, но и вот к серьезному политическому поражению и, возможно, к серьезным политическим изменениям там, в самой России. Это какие-то вот такие мечты американских колумнистов, это какие-то их скрытые желания, которые они вылили в интернет, или действительно есть предпосылки, что все это превратится в Афганистан или во Вьетнам для России? Нет, это мечты, конечно же. То, что действительно как-то в России может аукнуться, то есть если действительно будет обнародовано или всплывет, ну, с фотографиями, с фотодоказательствами о сотнях погибших, ну, тогда улица в России спросит, а что же происходит? Ну, Афганистаном называть нельзя, хотя бы как минимум, что в Афганистане все-таки находилась армия официально. Здесь сейчас, опять же, речь идет о каких-то непонятных россиянах и пока только в небольшом количестве. У России будет выбор сейчас. И мне кажется, что она максимально свернет оттуда своих людей. Если там есть всевозможные вот такие вот ЧВК, наемники, они максимально будут свернуты. Возможно, даже останутся в Сирии, как такие пожарные команды, но где-то под Дамаском, может быть, оттуда их уберут. Ну, от греха подальше, то, что называется. И ведь американцев не просто так нанесли такой мощный удар. Можно было и, ну, выразимся так, более мягким ударом, отпугнуть. Почему нужна была именно такая мясорубка? Показать четкие границы. Показать четкие границы. Вот смотрите, вы пересекаете красную черту. Это красная черта. Дальше будет хуже. Ну, даже Мэтис заявил, что мы ни с кем не ищем проблем, но тот, кто к нам придет, да, это будет для него самый страшный день. Как-то так, если вот, очень немножко недословно, но вот так он заявил. Вот, и вот после буквально вот этой вот ситуации. То есть это обозначение красной границы. И я думаю, в России на самых высших эшелонах понимают, что как бы здесь еще раз эту красную границу лезть, тогда дорого будет. Зачем? А может быть, это урок и для Украины? Может быть, теперь, когда приходят джавелины, и когда мы пользуемся поддержкой, в общем, всего цивилизованного мира, ну, по крайней мере, западной его части, так точно, так, может быть, это действительно показывает в том числе и нам, как нужно действовать с россиянами, как нужно заставлять армию наемников, да и пускай и регулярной части, сворачиваться, уходить домой и забывать о том, зачем они сюда пришли? Ну, я бы не проводил здесь аналогии с Украиной, совсем разные ситуации. Американцы ведь пользуются там абсолютным превосходством, вот, а Украина все-таки защищается с 2014 года и ведет оборонительную войну. То есть, ну, ситуации действительно разные, очень разные. Вот. Ну, конечно же, мир всегда уважал и уважает сильных. Мир всегда уважает тех, кто в конце отстаивает свое. Мир всегда уважал и тех, кто стоит за своими словами. По крайней мере, американцы, которые участвуют сирийскими демократическими силами там,
они, по крайней мере, не скрывают этого. То есть они нам приходят с флаги США на форме, нашивки американские поднимают тоже, знамена, флаги США. То есть можно как угодно относиться к тому, почему они там, зачем они там, делят Сирию. То есть тоже вопрос, который зависит от политических воззрений. Но они, по крайней мере, не посылают каких-то безымянных людей. Я прошу прощения за такой неуклюжий глагол. Доделивают Сирию. Прошу прощения, потому что она уже разделена. Как пирог. Сирия это как единое государство. Я знаю, что я повторяюсь, самоцитированием занимаюсь, но Сирия как единое унитарное государство сейчас не существует. Да, давно уже. Да, это несколько разных достаточно больших отрезков земли, которые контролируются где-то Россией и Ираном, где-то там курдами, американцами, где-то уже сейчас турками. Я только поправлю, не контролируются все-таки зоны влияния. То есть нельзя преувеличивать, нельзя говорить, что Россия прямо контролирует всю саудитскую территорию. Нет, конечно, да. не все контролируют. Да, американцы не контролируют север, что Рожава Но называется. если брать шире, американцы их союзники. Конечно, влияние, очень большое влияние, но это, конечно, речь не о контроле. Как и турки тоже большое влияние на свои анклавы, но не контроль. Вот мы уже видели пример того, как Сирия стала полем боя для тех государств, которые друг с другом не воюют где-либо еще, которые на своих территориях друг с другом не воюют. Россия и США столкнулись. Но есть же еще столкновения других, совсем уж непримиримых врагов, Израиля и Ирана. И тоже пока в небе над Сирией, уже, кстати, на земле тоже. Что происходит? Что делят в Сирии сейчас Израиль и Иран, вот эти два самых, наверное, непримиримых врага в нынешнем мире? Израиль, это важно понимать, отстаивает строго свои интересы во всем этом конфликте. На Ближнем Востоке в первую очередь, в регионе своем, если мы говорим о Израиле и Сирии. Израиля не интересует какие-то политические внутри эти процессы. Например, курды со своей политической программой и Асад, например. Чем дальше там будет эта вся заваруха, война, гражданская война, интервенция, неважно, как это все называть, Израилю это хорошо, выгодно в конечном итоге. Просто из прагматичных соображений. Потому что Сирия действительно всегда... Я прошу прощения, что я тебя перебью. А не было ли, например, для Израиля более выгодным помириться с Дамаском, заключить мирное соглашение, как в свое время заключили с Египтом, и спокойно уже, без головной боли, сотрудничать, пускай не там дружить, в объятия друг друга не падать, но тем не менее избавиться от головной боли соседа, с которым не закончена война, с которым нет дипломатических отношений. Разве это не было бы более приемлемым выходом из нынешней ситуации для Израиля? Тут много очень нюансов. Такая вот фундаментальная точка, с которой начинается вообще вся эта тема, это Голландские высоты, примирение с режимом Асада, допустим, что там нет войны, есть режим Асада только. Примирение Израиля с режимом Асада, младшего, это означает отдать Голланы. Потому что режим Асада рассматривает Голланы как оккупированные, действительно формально оккупированные. И он тоже рассматривает, конечно, весь мир. Сообщество рассматривает Голланы. Аннексию Голлан не признал вообще никто в мире, даже союзники Израиля его не признали. Отдать Голланы. А для израильской общественности, во-первых, никто их отдавать не хочет. Во-вторых, нет никакой политической силы. Те силы, которые сейчас составляют коалицию, те, которые находятся у руля государства, уже давно, мы знаем, что Нетаньяху уже не один год, мягко говоря, у власти, отдавать Голланы, даже это не на повестке дня, это не обсуждается, это вопрос не для обсуждения. То есть мы видим тут такую вот точку, вокруг которой невозможно никак, даже близко договориться. Прям как Путин, который про Крым говорит, что вопрос закрыт, и в общем, и все. Я опять же не сравнивал все-таки, миры разные. Я сравниваю, мне все время кажется, что есть прямые параллели. Буквально даже чуть ли не одними и теми же словами они говорят. Понятно, что на разных языках, но тем не менее. И все-таки какова цель сейчас Израиля в этой войне? Какова конечная цель? Если мы допустим, что Израиль может быть и заинтересован в том, чтобы там был постоянный хаос и постоянная война, но не может быть основным источником этого хаоса и этой войны. Конечно, он не источник, нельзя говорить за тем, что какие-то злые евреи и злые израильтяне за этим стоят, это тоже глупость. Хотя влияют на процессы в Сирии, это официально признавалось тем же Нетаньяху, на официальном уровне заявлялось, что влияние происходит. Израиль готовится к войне. Война Израиль еще не началась. Как раз сейчас недавно об этом мы заговорили на всех высших эшелонах. Даже недавно было совсем интервью с Виктором Либерманом, то есть министром обороны Израиля. Никаких иллюзий нет. Все, даже так называемые голуби, то есть пацифисты, те, кто считают пораженцы, как их называют, что призывают к миру, к мирным переговорам, понимают и четко озвучивают, что в Израиле будет война. За последний год, в 2017 год,
прошли очень крупные учения на севере страны, Израиля. Ну, север страны — это Ливан, Сирия, Хизбалла. Ну, граница с Ливаном и Сирией. Да, конечно. При этом Хизбалла не рассматривается больше как какая-то отдельная сила. В прошлом, ну, я помню еще даже по своей службе, давно очень, Хизбалла рассматривалась как, ну, террористическая группировка. Сегодня, вот недавно, я не помню, или Либерман, или кто-то в интервью обозначил, что 85% бюджета Хизбаллы — это Иран. То есть Хизбалла по факту — это экспедиционный корпус Ирана. Война с Хизбаллой — это война с Ираном. Нужно четко понимать. Хизбалла — это вооруженная шиитская группировка в Ливане, созданная не просто там при помощи Ирана, а при деятельном участии Ирана как раз для противостояния в первую очередь с Израилем. Да. Да. И Хизбалла на сегодняшний день является крупной, сильной группировкой, которая долгие годы помогала режиму Асада выстоять. Набирались опыта в сирийской войне. Речь идет, опять же, не каких-то эпизодических, а о долгих годах методичной, занудной войны постоянной. Поэтому, да, это грозный противник. Тем более, на сегодняшний день, если не считать ИГИЛ, который сейчас вот сдулся, непонятно что с ним, Хизбалла — это самая крупная партизанская группировка, ну или террористическая, можно назвать, самая сильная, самая влиятельная, с самым большим потенциалом, как ракетного оружия, так и отрядов, всевозможных методов ведения войны. Это подземные туннели, беспилотники, использование беспилотников, снайперский террор, обычный террор, завербовать людей, агентов, до прямо столкновения с регулярными частями, то есть ведение боя на поле боя с регулярными частями израильской армии. Поэтому, конечно же, все этой войны ждут, все войны этой боятся, ну, никто не хочет войны, понимают, что война будет страшной. Вот того же Либермана спросили, а тыл в Израиле подготовлен? Он ответил, в эпоху ракет, ну, так назвал, это его слова, он назвал сегодняшнюю эпоху эпохой ракет, тыл не может быть подготовлен. Действительно так. Тот же железный купол, известная система ПРО израильская, вот нашумевшая, знаменитая, она тоже не обеспечивает стопроцентного закрытия неба от ракетных ударов. Поэтому война израильская еще не началась, Израиля. Война Израиля, она впереди, и я думаю, до 2020 года, если она выстрелит, то она выстрелит так, что даже сирийская будет казаться уже не центральной темой для СМИ и разговоров. С кем будет воевать Израиль? Израиль будет воевать с Ираном, с Сирией, с Ливаном. Кто будет противником Израиля в этой войне? Хизбалла, Иран, Сирия. Минимум. Я вот небольшое лирическое отступление. Я знаком с самыми разными людьми из Хизбаллы. Я просто вот для понимания, для того, чтобы и наши зрители, и ты несколько вот отвлеклись от имиджа действительно там невероятно кровавой организации. Хотя понятно, что у них там есть все что угодно. Меня как-то вез уже после начала войны парень из Хизбаллы из Бейрута в Дамаск. Простой ливанский парень в очочках, такой, которого ботаником бы назвали, который отвечал, наверное, в то время за какой-то там фронт идеологической борьбы. Так вот, он рассказывал, что он работал на местном ливанском телевидении, но когда родился у него ребенок, денег стало не хватать вообще. Единственный способ нормально заработать – это идти в Хизбаллу. И по его словам, там не такое уж большое количество идейных-то людей, что там вся Хизбалла сейчас с удовольствием размахивает там автоматами и флагами, потому что нету войны, которая угрожала бы им там, в Ливане. Что самые идейные уже давно где-то там полегли в Сирии, а те, кто приходят туда, они приходят за деньгами, приходят за тем, чтобы как-то концы с концами свести. Идея шиитской революции иранской, ей сколько уже? 40 лет примерно. Это приличный срок. Как любая идея... 79-го года. Да, как любая идея, она имеет как бы всплеск, вспышку в начале своего существования. Вы знаете, что когда победили большевики, то был большой всплеск коммунистических движений по всему миру. Все там Коминтерн создания, экспорт революции. Баварская республика, австрийская, везде. Да, конечно. В Венгрии. Потом мы видим, как Советский Союз просто изнутри сгнивая разваливался. Никто уже не верил никакие идеи нигде, и в мире тоже. Все это рассыпалось. Это касается как бы любых таких идей, любой революции. Неважно, коммунистическая это революция или это революция исламская, шиитская. Поэтому, да, есть новые поколения, они хотят перемен. Мы видим, что в Иране даже были бунты, протесты. То есть, видимо, даже в самом Иране уже людей волнует не построение великого Ирана и распространение исламской революции по миру. Другие вопросы их волнуют людей, раз они выходят на улицы.
Иран же был до вот как раз до исламской революции 1979 года. Иран был, наверное, одним из главных, а на Ближнем Востоке так вообще единственным партнером Израиля. И израильская разведка помогала выстроить спецслужбы Ирана. И на политическом уровне все было прекрасно. Что должно произойти для того, чтобы, понятно, что не на таком уровне возобновились отношения, но, по крайней мере, для того, чтобы вот эта вот постоянная угроза, постоянное нагнетание в отношениях ушли, для того, чтобы хотя бы там начали разговаривать израильская и иранская сторона друг с другом? Этот разговор идет. Вот именно на уровне простых людей разговор идет. Даже в больших компаниях в Фейсбуке были переговоры, переписки рядовых израильтян с рядовыми Я прекрасно иранцами. помню, я не ненавижу Израиль, были такие группы. Да, и они набирали сотни тысяч, миллионы, то есть такие очень большие группы, медийные такие вот. То есть речь идет о верхушке политическом. Должна смениться политическая верхушка Ирана полностью, которая не рассматривает этого концепта экспорта шиитской иранской революции. Мы же видим, хуситы, допустим, тоже ведь спонсируются Ираном, поддерживаются как минимум. В Йемене. Хизбалла, в Йемене, да, в Йемене. Хизбалла, Сирия. Ведь протест в Иране, который был, уже, что там говорили, ни Газа, ни Сирия, моя родина Иран. Люди хотят в своей стране жить, и чтобы занимались их страной, проблемами этой страны, бессмысленное вливание денег. На их взгляд, бессмысленно. На верхах-то смысл находит какой-то. Вливание денег, тот же Хамас в секторе Газа. Хамас получает чуть меньше половины, четверть помощи от Ирана идет Хамас, например. Хизбалла уже упомянул, 80% бюджета это Иран. Какие там деньги вкладываются в сирийский контингент иранских сил, видимо, тоже не копейка. Все эти деньги могли быть пущены на социалку в Иране. Люди это понимают, поэтому это было требование, которое... Вот сейчас Россия, по крайней мере в регионе, на Ближнем Востоке, чуть ли не главный союзник Ирана. Как так вышло? Это все произошло из-за того, что и для Тегерана, и для Москвы фигура Башара Асада кажется наиболее предпочтительной в качестве руководителя сирийского? Конечно, Асад это является клеем здесь. То есть, это не секрет, что Россия пришла в 2015 году не для борьбы с ИГИЛ. С ИГИЛ и так весь мир боролся, прогрессивный мир, чтобы сохранить Асада на троне. В 2015 году действительно уже сомнительным был вопрос, проведя сравнение 16 год хотя бы. Уже хоронили все его международные богатства. Да, я помню, я всегда следил им и с военными экспертами, и волонтерами, и блогерами, и аналитиками военными, обсуждали. Никто не давал ему, это сентябрь же Россия 2015 года официально, или октябрь. Осень 15-го. Осень 15-го, сентябрь, октябрь. До осени 15-го года никто не давал ему никаких больше, понимали. Тогда ИГИЛ уже заходил в Пальмиру, захватывал города, Кирьят-Тайн был город такой, захватывал христианский, подходил уже к горам ливанским и был близок к тому, чтобы расчленить Сирию на две части. Уже даже кусочек Ливана, правда, горная его часть. Я же говорю, подходил к ливанским горам, где были их агенты влияния, ИГИЛ. То есть понятно было, что если тут не вмешаться, то Асад не устоит. То есть надо было удержать Асада. Понятно, зачем шиитскому Ирану Асад. Пускай он и чисто номинально, но тем не менее политически он шиит, политически он будет продолжать всячески политику, которую ему диктует из Тегерана. А какую такую невероятную ценность для Москвы представляет Башар Асад? Или это какой-нибудь такой очередной Янукович, раз уж мы про него сказали, что это наш сукин сын, то мы будем до конца, до последнего его держать, не считаясь даже с тем, что гробы домой к матерям заплаканным шлют. Правда, они там отказываются, но тем не менее, это уже лирика. Тут целая куча факторов, на самом деле. От самого банального простого фактора красивая картинка для своего избирателя, для своего рядового гражданина. Мы знаем, что в России уровень жизни не растет. Мы видим, что сейчас будут выборы, никто не верит в то, что хоть какая-то реальная оппозиция есть Путину, то есть все понимают, что он будет у власти, очевидно. Картинка из Украины красиво перестала поступать, понятно, каким причинам. Все этот конфликт начал в СМИ замораживаться на медийном уровне. Нужна была очередная какая-то красивая вау-эффект такой. Мы живем сегодня в эпоху вау-эффектов. На Западе его хватает, там поставляют много везде, в Европе, в США. В России такого нет. Это такая это, естественно, не главная причина, они за этим пошли. Это базы, которые находились там, еще советского времени. И это чуть ли не единственные базы в мире российского влияния за границей. Плюс режим Асада, еще со времен его отца,
имеет колоссальнейший долг России. Это позволяет его использовать просто как марионетку. То есть это очень удобный такой партнер на Ближнем Востоке, который точка влияния, зависит, который полностью зависит абсолютно. Он абсолютно под Россией. Мы что-то похожее сейчас видим, кстати, в Венесуэле, когда с «Газпромом» был подписан контракт на 30 лет, что-то такое там насчет венесуэльской нефти. То есть, по сути, тоже вот таки вступаем в российскую кабалу Венесуэлы. Если в Венесуэле что-то будет, события будут развиваться по такой горячей линии, и Россия там тоже не последнее слово скажет. То есть, интересы финансовые, банально. Ну и, естественно, это еще точка влияния. Вот на Ближнем Востоке израильские отставные военные, интервью было с одним израильским отставным военным, и он там подчеркивает, говорит, что Россия пришла на Ближний Восток как новый актор, не просто вот пришли, поддержали и ушли. Они тут останутся и надолго, будут влиять. Это выгодно, это хорошо переносить какие-то проблемы куда-то за границу далеко, внутри национальной свои проблемы, например. Почему вы тут говорите сейчас о социалке? Мы тут с ИГИЛ воюем, с мировым злом, это вот самое страшное. Путин что говорит? Эти все россияне, которые там в ИГИЛ, они вернутся в Россию, мы их убиваем там. Да, это была вот история с Путиным, боремся с терроризмом на дальних подступах, это все эти сказки. Конечно. Вот. Ну и плюс еще вот можно добавить к этой всей плеяде факторов, например, фактор, банально, Россия проводит колоссальное перевооружение своей армии, реформы, и сейчас же вторая военная реформа идет. Первая вот в начале 2000-х была, вторая сейчас еще идет реформа. Так или иначе, с большими «но», поправками и так далее, она успешно продвигается. Действительно происходит перевооружение, действительно старые системы меняются на новые, действительно пытаются как-то отойти еще от советской вот уровня 80-х, 70-х годов. То есть Россия сейчас далеко до уровня НАТО, и ей еще далеко до современного уровня надлежащего, но это уже не советская какая-то отсталая армия, нужно смотреть правде в глаза. И на официальном уровне было заявлено, в России мы можем тренироваться, как тот же Путин сказал, мы можем тренироваться бесконечное количество времени. Вот. Извини, что я тебя прерву, да. У нас не так много времени остается, а есть звонок от зрителя, хочется услышать его. Да, добрый вечер. Добрий вечір. Мене звати Юрій, телефоную з Дніпровської області. Дивіться, два питання. От перше про курдів. Чи вигідна курдська держава для Ізраїля? Чи буде від них в майбутньому союзник? І чи можливо взагалі утворити цю державу, щоб об'єдналися сирійські, іракські курди? І взагалі, як ви бачите влаштування на Близькому Сході порядку? Тобто, чи можна ці країни поділити на окремі держави, тобто, щоб вони розпались на менші, але такі міцні держави? Чи це буде як Сполучені Штати, Близького Сходу? Який найкращий порядок треба зробити, щоб там становився мир в майбутньому? Вот яка ваша думка? Дякую за увагу. Спасибо большое. Итак, Юрий спрашивает у нас, выгодно ли Израилю появление курдского государства, или, может быть, вообще нарезать вот эти вот бывшие колонии больших империй, которые появились по итогам Первой мировой войны, Сирия, Ирак, Палестина и так далее. Во-первых, вопрос, о каком курдском государстве речь? Ведь есть у нас иракский Курдистан и сирийский Курдистан, они абсолютно разные. Есть еще иранский Курдистан. Есть еще иранский и турецкий, который в подполье оба эти Курдистана. Я имею в виду Курдистан как какие-то территориальные все-таки сущности. Сирийский Курдистан, иракский, я начну с иракского Курдистана. Иракский Курдистан Израилю нужен, Израиль рассматривает его все-таки как, как так сказать, в зоне своих интересов. Это озвучивалось даже иногда. Притом иногда это озвучивается как просто Курдистан, и непонятно, что Израиль официально имеет в виду. Говорят, вот Курдистан нужно, вот Курдистан нужно признать. Вот опять, о каком Курдистане речь идет. Сирийский Курдистан вряд ли. И был даже случай, когда израильский журналист ездил в сирийский Курдистан, и там даже смог попасть к лидеру рабочей партии Курдистана, уже в турецких где-то горах, там в Турции или в Ираке, скорее всего, там где базы рабочей партии Курдистана. И он с ним говорил, почему бы Израилю с курдами нужно дружить, как-то помириться и так далее. И лидер тогда рабочей партии Курдистана говорит, мы не заинтересованы. То есть, мы заинтересованы, но с другой стороны, Масад помог нашего лидера Аджалана похитить, поймать. А с другой стороны снабжает оружием, беспилотниками, танками, системами Турцию, которую потом убивают.
И сам же журналист потом признается и говорит, видимо, мы где-то совершили ошибку. Видимо, Израилю надо было ставить ставку на Курдистан, дружить с ним. Ну, это мнение журналиста только. Кстати, я замечу, что вот в иракском Курдистане Израиль действительно очень популярен. И в книжных магазинах на самых видных местах в иракском Курдистане, своими глазами это видел, лежат книги именно про опыт Израиля по строительству государства во враждебном окружении. И вот ту ситуацию, которая была тогда в конце 40-х, курды экстраполируют на себя и пытаются каким-то образом сделать выводы из событий тех времен для себя. Да, ситуации, конечно, разные, хотя какие-то параллели можно провести, да, действительно такая популярность есть. И сейчас играет большую роль община курдских евреев в Израиле. Ну, я своими глазами видел, общался с ними. Они на постоянной связи с Курдистаном, тем же иракским, и ездят, перемещаются. Естественно, есть культурное влияние. И эти общины довольно влиятельные, крупные, вот, и громкие, назовем это так. Вплоть до того, что курдская еврейка, которая жила в Канаде, поехала в иракский Курдистан добровольцем. До этого она служила в израильской армии. Отслужив в израильской армии, потом поехала добровольцем в иракский Курдистан. Там воевала, по ее словам, против ИГИЛ, или где-то там была рядом на фронте, на фотографиях там с автоматом. И потом вернулась в Израиль. Ее там как героиню приняли. И это было очень нашумевшее, про это писали, говорили, в СМИ израильские говорили, там все подписывались на ее страничку. То есть, да, влияние происходит даже на таком уровне. Давай вернемся, у нас буквально несколько минут осталось к тому, как бы вот с точки зрения, даже, наверное, не Израиля, а всего мира, какой бы вот расклад на Ближнем Востоке оказался бы наиболее благополучным? Появление какого-то независимого Курдистана или там смена на откровенно демократические либеральные правительства в Сирии, в Иране, может быть, в том же самом секторе Газа? Вариант, который я озвучил, он не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но он будет наиболее благополучен. Это дать людям перекроить границы, то, как они сами на местах хотят. Известно, что все границы национальных государств были прочерчены в Европе. Чуть ли не под линейку, отсюда эти рубленые. Линия Сайкса-Пико как раз, в общем, под линейку. Да. Сайкса-Пико, да. В этом виднелась граница, которая строго, не по-географически, естественно, в ходе войн, как в Европе, в ходе войн, договоров, больших баталий, битв, мировая, вторая, первая, вторая, складывались. Часто, учитывая рельеф местности, горы, реки. А просто под линейку начертили. То есть дать людям на местах самим, неважно, пусть они радикальные сунниты, пусть они радикальные курды, пусть они радикальные шииты, каждый со своим миром, своим взглядом, своими лидерами, со своим концептом, дать перестроить этот Ближний Восток, не вмешиваясь. Вот, и только после этого уже говорить. Пока, вот, если это искусственная формация, она будет держаться на крови. И даже в прошлом тот же Асад-старший подавлял восстание, и не одно. И в Ираке Саддам там несколько лет были восстания. Конечно, Саддам подавлял восстание. И если сейчас мы все утихомирим, то вопрос времени до новых восстаний. Они будут. То есть проблема вот в этих постколониальных границах государств. Конечно, в первую очередь. И пока они существуют, пока все это происходит вот в формате, сложившемся после Первой мировой, мира и спокойствия на Ближнем Востоке не будет вообще. Что делать тогда? Вот пока мы видим, что мир недостижим, что делать? Готовиться всем к большой мировой войне? Большой мировой я не знаю. Я могу за Израиль говорить. Израиль готовится и готов к войне. Всегда готов. Вот. Нужно вспомнить римское изречение: хочешь мира, готовься к войне. Надо желать мира, надо думать о мире, нужно стремиться всеми силами войну оттягивать, дипломатические разговоры, стараться решить все мирным путем. Но если выхода нет, надо быть максимально готовым. Потому что лучше быть готовым, чем не готовым. Это очевидно. Игорь Левин был сегодня гостем Прайма в прямом эфире на телеканале АТР. Ветеран армии обороны Израиля, а ныне один из основателей Центра изучения повстанческих движений. По-моему, очень содержательный разговор, очень интересный получился. Благодарю тебя, спасибо большое. Спасибо тебе. Прощаюсь с вами на этом. Всего доброго. До свидания.